Здравствуйте! В эфире «Актуальное интервью» и я, Ирина Кичигина. С 2010 года в Нерюнгри работает Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Поговорить о работе центра и о наиболее острых проблемах, касающихся семьи, мы пригласили в нашу студию старшего педагога-психолога Татьяну Саныгину. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, с какими запросами чаще всего обращаются в центр? В наш Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи на протяжении 12 лет, которые исполнились 11 февраля, обращаются люди, как я бы сказала, с подобными вопросами. В течение 12 лет я не увидела особой разницы. И в большей степени это запросы о коррекции психологического здоровья. Это выход из стресса, это преодоление каких-то жизненных неприятностей, это разводы, это переживание горя. Конечно, к нам обращаются с семейно-брачными проблемами. Было, есть и, наверное, будет всегда в нашей работе. Также мы работаем со школьниками, с вопросами кризисов, возрастных, школьных, каких-то психологических. И все-таки на первом месте родительско-детские отношения и их проблемы. Единственное, что я могу отметить за последние годы, это в связи с психологизацией нашего населения, все-таки родители хорошо читают психологическую литературу, диапазон запросов, он расширился. Далее, конечно, кризисы 3 лет, кризисы 7 лет. И мои любимые подростковые кризисы, где отцы и дети тургеневские, до сих пор актуальны, но люблю я этот возраст и очень люблю работать с родителями по этому поводу, потому что отношения обостряются, и эта острота, она дает пикантности. Хорошо, если она в норме. Могу отметить, что за последние годы стали чаще обращаться взрослые родители по отношениям со взрослыми детьми. И взрослые дети, которые не прошли общеизвестный термин, сепарацию со своими взрослыми родителями. Это тоже становится актуальностью. Как вы относитесь к тому утверждению, например, что в семье как в самолете, то есть прежде чем надеть маску на ребенка, в первую очередь на себя надень ее. Это правильно? То есть в первую очередь родитель должен отработать с собой, прежде чем от ребенка что-то требовать? Люблю этот пример и часто использую в практике консультирования. Потому что действительно, если мама позаботится о себе, у нее будет силы позаботиться о своем ребенке. Это так общепринято и, наверное, часто читаемо родителями в психологической литературе о том, что если ты хочешь поменять своего ребенка, то поменяйся сам. Звучит такая конкретика, но мне бы хотелось немножечко по-другому это сказать. Запросы действительно такие, когда приходит родитель: поменяйте мне ребенка, я не могу больше с ним, мне очень трудно, сделайте что-нибудь с ним. Знаете, у меня сопротивление некоторое, потому что за что? И у меня вырывается такой вопрос: за что? Поменять ребенка, он будет другим, он будет не вашим. Поменяйтесь вы будете другим, вы не будете этим родителем для своего ребенка, а он выбрал вас, и он вас любит, безусловно, все равно любит. Но задача нашего консультирования как раз в том, чтобы родитель был замотивирован думать о том, что он делает, что он говорит, как он себя ведет по отношению к ребенку, что отношения их разрушаются. И что нужно сделать, что нужно думать, и как сказать ребенку, чтобы отношения стали гармоничными. Если родитель ставит такую цель в запросе: помогите мне что-то сделать, прогноз благоприятный. Когда говорит: поменяйте мне, я тогда удивляюсь: 14 лет вы взращивали это чадо, теперь вы недовольны, я волшебной палочкой что-то изменю. Мне, конечно, это льстит, но будем работать вместе, только вместе. Потому что работа с ребенком, она предполагает работу с семейной системой. И часто бывает так, что в семейной системе ребенок своим отрицательным, как мы думаем, поведением дает нам этот симптом. Он как раз-таки показывает, что происходит в семье. Могу привести такой скромный пример из своей деятельности, когда в консультации родители обозначают, что поведение ребенка далеко неприличное, агрессирует, ведет себя как-то так, как они его не учат причем. И мы начинаем исследовать семейно-брачные отношения. А что там?
а как у вас с супругом дела обстоят. И выясняется, что живут ради ребенка. Все делают только ради ребенка, а их отношения мужчины и женщины, они либо угасли, либо закончились, либо как-то так ушли в тень. И ребенок сделает все, чтобы их объединить. Посмотрите на свои отношения. Ребенок их зеркалит. И то, что в ваших отношениях, то проецируется и в отношении к вам ребенком. Вот я бы так сказала. Скажите, а как лучше наказывать ребенка в случае необходимости? С каким чувством это надо делать и как поощрять? Правда, вопрос интересный. Ведь 21 век, столько литературы, столько жизненного опыта. Ну, конечно, что я скажу? Без наказания, без директив мы с вами не вырастем достойных, уважающих себя людей, которые могут соблюдать границы, демонстрируя свое поведение. Но обратите внимание на слово «наказание». Что там звучит? Наказать, сказать, научить. Да? У Ожегова наказание – это воздействие, это мера воздействия на человека, совершившего проступок. Хочу сказать родителям: друзья мои, какой мерой меряем, такой нам и отмеряется. Ребенок разбил, ребенок сломал, ребенок не выучил, ребенок опоздал. Какой мерой мы наказываем? Как ты мог? Ты бессовестный, ты не оправдал, ты такой. То есть мера – это унижение и оскорбление. Положите на чашу весов ваш ребенок, и вот это его какое-то деяние. Ну что дороже? Зачем его унижать? Мы же взрослые. Поэтому наказание необходимо, но оно должно быть поддерживающим, да, как и всякий контроль. Мы привыкли сейчас, у нас гаджеты. Где ты, что ты, самостоятельность нулевая у наших подростков, у многих, я не говорю обо всех. Вот, потому что мы контролируем, мы не даем им право выбирать. Где ты, что ты получил, выучил, сделал. Вот этот контроль, но он не поддерживает, он действительно лишает ответственности. Ребенок, который не отвечает за свои поступки, конечно, провоцирует, да, и что-то творит, чтобы дать нам возможность наказать, почувствовав свою силу и власть. Вот, поэтому подумайте, наказывая, что вы хотите от своего ребенка в наказании, чтобы он вас услышал, чтобы он больше не делал вот того. Показывая, чего нельзя делать, откройте дверь на то, что можно. Потому что, утверждая «не делай», не делай, ребенок видит то, на что мы обращаем его внимание. Но это не делай и несколько обесценить. А вот это посмотри, как интересно. И я хочу порекомендовать родителям наказывать головой, то есть эмоционально, когда мы наказываем, когда вы наказываете. Постарайтесь это делать без ярких чувств. Дети очень скучают сейчас за нами. Они нуждаются в нашем тепле, в наших теплых словах, эмоциональной такой подпитке. Когда она бывает чаще всего? Когда мама наказывает. И я спрашиваю, когда мама наказывает, как она говорит? О, вы не представляете, это так громко. Но так тепло. И он получает суррогатное тепло, провоцируя вот такое состояние мамы. Наказывайте головой рассудочно, хвалите сердцем, ярко, сочно, чтобы ребенок почувствовал, насколько он значим. Маленькое его достижение, но эмоционально похвалили. Достаточно серьезный проступок. Головой рассудочно, низкоэмоционально. А что делать, если ребенок все-таки не хочет слушаться, учиться, говорить правду? Ирина, это самый частый запрос. Он меня не слушает, он мне врет, он не хочет идти со мной на контакт. И я предлагаю такую небольшую исследовательскую работу. А как вы вступаете в диалог со своим ребенком, когда он что-то натворил? И ответ чаще всего очень похожий. Я спрашиваю, когда вы приходите с работы, а что вы спрашиваете у ребенка? Ну как что? Как дела? Что получил? Выучил ли уроки? Что сделал? Что не сделал? То есть глаголы полетели. Как вы думаете, что ребенок захочет вам ответить? Вы же для себя спрашиваете. Что сделал? Выучил? Он говорит, выучил.
И 10 минут до того, как вы проверите эту работу, он будет в нирване. Потому что вот этот период, когда не будет шквала ваших эмоций, конечно, он солжет. Потому что вы спрашиваете для себя. И от того тона, которым вы начинаете исследовать проблему дурного поступка своего ребенка, очень много зависит. Если вы пришли, и вы вначале спросите, как настроение, что у тебя было сегодня успешного, и даже если да ну ничего, неправда, давай с тобой подумаем. Ну ты же сегодня, посмотри, ты хорошо выглядишь, что-то было интересное же в школе, ребенок обязательно вам ответит. И если он скажет, да вот как-то там двойка, ну либо что-то неприятное, постарайтесь говорить чувствами, ты зол, ты обижен, ты чувствуешь себя раздраженным, поговорите про чувства, почему так произошло, и обязательно завершить, что можно сделать, что ты можешь сделать, и чем я могу тебе помочь. Он не будет вам врать, он не будет хамить, если вы не будете первым. Поэтому смотрите за своими словами и как вы их транспортируете своим детям. Ну и теперь немножко коротко, какие советы родителям вы можете дать? Ну, я повторюсь, взрослеть. Родители так здорово взрослеть. Часто родительско-детские отношения демонстрируют вот сдвиг ролевых позиций, что ребенок несет некую такую нагрузку взрослого, особенно когда семьи разрушаются. И вот этот знаменитый треугольник мама, папа, ребенок, он искажается. Ребенок начинает тянуть нагрузку ушедшего родителя. Это очень тяжело, и это не нужно. Вы королева-мать, вы король-отец, ваши маленькие принцы и принцессы достойны быть на своем месте, на месте детей. Ваш авторитет, он очень важен, поэтому взрослейте. Взрослейте, посмотрите, как вы можете заинтересовать своего ребенка. Прежде чем требовать выучить английский, а возьмите с ним выучите. Ведь, наверное, ваша школьная программа немножко уже так обветшала. Вместе с ним заинтересовать учебой, вместе с ним. Сейчас частый такой запрос, не хочет учиться. А вы учитесь. А что вы изучили сегодня? А как вы заинтересовали ребенка тем, что у вас получилось? Какие успехи у вас на работе? Замотивируйте. Вот так может сделать только взрослый. Поэтому взрослейте. Читайте литературу. Спасибо, Татьяна Николаевна, за полезные советы. Думаю, они помогут родителям избежать дальнейших ошибок в воспитании детей. Напомню, в нашей студии была Татьяна Саныгина, старший педагог-психолог Центра социально-психологической помощи семьи и молодежи. А я с вами прощаюсь. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.